Знову позади нас любимый Паркас, Паланго Паркас. И знову под нашими ногами дерев'яна дорожка на пляж, на наш вихід. Вау! О, як пригожа! І ми йдемо в наш опошній вечір на пляж, на наш опошній пікнічок. Ось, ми збираємося проводити цей вечір і поназирати сансет, заход сонейка. Вечір вельми теплий, але такий криху ветрений. І навіть дощик недавно був. І облаки то закривали сонце, і лил дощик. Но ми парасольник навіть взяли. І глядите, зараз я покажу, як виглядає море. І будемо спускатися на пляж і устальовувати наші стульчики і столик. І як виглядає зараз закатик і сонейка. Ось мы покушали в кафе. Глядите, якое пригожее видовище. Такой ротик-фронтик ровненький, такие хмары. А ниже их сонейка заходящая. Давай сфоткаемся на селфі. Давай? Зараз зробимо селфі, вам покажемо. Ось такий сансет у нас, на фоні якого ми будемо зараз проводити свій вечір. У нас є почастунки, ми будемо частуватися чим, скажем? Чипсами. Но белым вином, с таким вельми смачным сыриком, со смачным хамончиком і криху чипсиків, які ми взяли в кафе прямо в нашому домі відпочинку. Там домі відпочинку, там з таким соусом. Ось будемо, тому що ми вже покушали, повечеряли, вельми ситно. І зараз у нас буде такий пікнічок. Опошній вечір. Глядите, какая пригожость. А коли бы только могли отчуть пах поветра, это что-то чудовное такое. И морем, и соснами, и такой свежестью. Там промені такі сонячні бачно. Ай. Какая пригожусь. Песочек уже прохолодненький. Не такий теплый. Мы сподіваємося на то, что людей буде не шмат. Их уже не шмат. И годину, до скольки захотим, до стільки посидим. Ось так виглядає вечірня Паланга. Пляж вечірній Паланги. Наш пляж. Там, где мы сидели весь час. Лежали, сидели, відпочивали. Купались и загорали. Ось так ми, так сказать, усталявалися чи як? Уладкувалися, так? О, уладкувалися. Позади нас дюна і Паркас, древи. Так. У нас ось такой здесь кафешечка маленькая у нас открылась, уласная. Зараз покажу на отлеглости. Ось так ми існуємо сьогодні
у апошні вечар. А позади нас вот эта дюна, и коли приглядеться на эти травинки, вот отчувається ветер, який дує ось оттуль, з Клайпеди. Папуся накриває полянку. А ось супротилеглий вигляд. От люди, які ще так само сидять. Глядите, яка пригожость. Сонечко садиться. Яно ось поміж облаками то з'явиться, то криху закриється. І така, тоді, коли воно з'являється, така дорожка сонячна, пригожа. А тут такі хмари. Бачите? Ну, у нас есть ветровочки, курточки, есть парасольник, тому мы не боимся никаких катаклизмов. То есть там Пирсос. Ну что, мы сегодня чим нам лёс там дослав? Послав. Багато тим і рад. До речі, поглядите на Олега. Вы его познаете? Этого копченого человека. Поджаренного. Это шашлычок. У меня шашлычок готовый, живый. Ну и вот у нас винцо. Не учи ученого, гражданин копченый. Вот чипсики с соусом там где-то. Вот это хамончик и сырик. А где сырик? Вот это? А? Да. Ну, Вот сыр. Не, вот это сыр, а вот здесь томаты. Да. Уявіть собі, навіть на талерках дренно бачу, що там лежить. Так, да, ще люди купують. Она фоткает, на чайку фоткает. На чайку фоткає. Кожен по-своєму зараз А уже. там вон так само люди в воде. Ну, вода теплая зараз. Да, вода 20 градусов, это для Балтики, это вообще, лечите, что... Я а коли 21, это вообще уже парное молоко. Я до весновой, что это все за того, за потепление климата. Напевно, да. Потому что, ну как, ранее мы приезжали все время 18-19. Так, да. Решилось, что, о, теплое. Сейчас 20. Ну давай. Сябри, давайте разом з нами. За наш відпочинок, який ми ще згадаємо, да. Ну, одна частка, другая частка, его заканчивается. Так, да. Все, cheers. Ну, что на меня что-то капнуло. Да. И я сказала, мы не боимся. Тільки що було цілком сонненько, а зараз уже ось така дорожка. Так пригоже, так пригоже. Ось молодь іде з пляжу. Ну что вот хочу запитаться у тебя, папуся. Ну мы уже как бы опошнім часом, уже третий год, криху відпочиваємо в Паланзі, ну не так долго, но и долго, несколько дней. В 23-м году, 24-м, зараз 25-й. Ну ось, що ти можеш відзначити? Ну, наприклад, які лепші моменти ти запомниш про Палангу, про наш відпочинок у гэтым году, у 25-м? Ну, найперше я бы значил, что это теплое море. Я это связываю с потеплением и водным климатом. Ранее, вот, мы не відпочивали, было все 18, максимум 19. А тут весь час, хоть и меняются ветры, ось з полночного на полдневый, хоть и разные там были дожди и все. Ну вот тем не менее 20 тримається весь тиждень. Мне подается это цікаво. Это вельми важно. Ну и ще я так про Палангу, значит, про Палангу я еще значил, что тут в самом городе такие измены. Ну,
вельмі я дала такі прыбудынкі, а правод людзей, вельмі стала шмат ровараў, этих самокатов. Ну, как бы, вельмі так же самое. Ну, вот тут докатилось и сюды. Мы тут бачим бесконечно людей на роварах, на самокатах. Чего, до речі, 83 года тому так, а так, что нам удалось этим летом покататься на кораблику. Фактически был вот этот один день он тут курсировал, мы его поймали. Да, парк вельмі пригожий. До речі, вот все декоративно. Мне подается, они парку стали больше уваги называть. Может, это с тем связано, что их там техники зараз шмат такой промысловой. Эти самые вирус купили комбайнчики, которые все это косят траву. Вот, роботы маленькие у них были еще, ну, вот, они уже потянули комбайны. Парк, он выглядает вельмі бяздечна. А что ты? Ну, я про Палангу збиралася запитати у тебе пізніше, а спочатку про наш відпочинок. Ну, я і почну з відпочинку. Значить, що мені сподобалося? Мені сподобалося те, що, ну, наприклад, я несколько разов смогла искупаться, потому что, когда мы приехали, был шторм, я уже думала, не войду в воду. Але ж мне сподобалося, что мы таки дочекались на дворе у моря, и опошние вот эти дни, это просто супер. Стояла на дворе, мы поспели и загореть, глядите, як, и накупаться. Это раз. По-другое, мне сподобалося так само, як і тобі, що ми виконали свою тую мару, да, мара сповнилася, якую минулые вот приезды не смогли, гэта покататься на кораблику. Вот. И глядите, попередние частки про Палангу 25-го года я здымала на кораблику, и гэта можно поглядеть. По-третье, мне сподобалося, что мы зноў сфотографовались на люстерочку и на магнитик для нащадков. У нас уже такая отбывается коллекция. Вот. И гэты бацька с сыном працягваюць працаваць. Першы раз мы у іх сфотаграфаваліся ў 1999 годзе, калі яны яшчэ рабілі чорна-белыя фоткі, зараз ужо каляровыя. І таксама глядзіце у одной из частак, можно поглядеть, мы показываем. Ну и да, так, какой-то дождик, ну так. І яшчэ самае, да, мне так само сподобалося, что я практично кожны дзень тут бегала по раніцах. Ну и Олег так само, конечно, я при себе кажу, что в минулых годах я 1-2 разы как бы. И мне сподобалося, что я бегала по розных тропинках парка и их повывучала, побачила розные цікавые такие дрэвы и рэчы, камені и засняла. Глядите всю моих этих частках. Ну и галоўнае, что 13 жніўня нам запомнится гэты адпачынак, да, тым, что пакуль мы тут резвіліся ў Паланзе, у нас нарадзілася унучка. Мы пачалі ее чакаць 1 жніўня, уявіце сабе. Тэрмін дактары ставілі, ну, напрыклад, там, где-то там 7 жніўня, а мы пачалі чакаць яе 1-го. І ось 1-е, 2-е, 3-е ля-ля, потым мы нічога не дачакаліся, потым прыехалі сюды ў Палангу, і тут паспела прайсці некалькі дзён. І раптам ужо гэта здарылася. Новы чалавечак появіўся на зямлі, гэта наша дзяўчыначка маленькая, і... А сёння она уже переехала домой. И сегодня она уже, да, на 3-й день. Началось ее житё. С мамой они уже вернулись в семью и объединялись со своей семьей все разом.
зваць у нас Александра. Вось, гэта рашэнне бацькоў. Ну і, конечно, они хочуць зваць Сашенька, Саша, але можна і по-беларуску Олеся. Таксама Олеська это есть, калі Александр это Олесь, то Александра это Олеся. До рэчы, я ніколі пра гэта не задумвалася і зрабіла такое вось как бы адкрыццё вот, при нараджэнні унучкі. Мы вельмі шчаслівыя, мы ўжо такія багатыя бабулі дзядулі, 6 унукаў, 4 унучкі і 2 унука. Так што мы зараз за гэта давай і паднімем. Вот такой адметны адпачынак у нас атрымаўся у Паланге ў 25-м годзе. До рэчы, у нас завтра амаль цэлы дзень яшчэ будзе перад тым, як мы з'едзем. І мы яшчэ збіраемся пайсці, пайсці, как я кажу, у горад, у пасёлак, як мы бабуля казала, і паглядзець какой-нибудь сувенирчик на память, вот для нашей Сашеньки, для Олесеньки, на память Паланга 25-го года, что менавіта мы были тут, калі яна нарадзілася. Ну и, конечно, мы сачылі за ўсімі падзеямі. Слухали навіны, слухали блогераў по вечарах і у курсе ўсіх падзей практычна. І сёння 15 жніўня, якое падыходзіць да канцу. Ну, может, не галоўнае, но так. Да, мы будем ўжо, калі вернемся, прыкладна по-нашаму 22:30, вось так, калі у нас будзе, можа, з'явяцца какие-то першыя звесткі. Але, знаете, гэта клоунада, і гэтыя з удзелам асноўных клоунаў планеты Земля, асабліва двух. Там еще третий подключается, так, сёння мы. Яшчэ стэлефанаваліся. Знаешь, мне так само. Один пожилый дядька стэлефанаваўся яшчэ з адным клоуном. Што не на агародзе. Да, і калі выйшла гэта відэо ўжо зараз, дарагія сябры, мы ўжо ўсё ведаем. Так што сачым за падзеямі далей. І паведамляем адзін аднаму. Ну все. Пакуль мы с вами вам распавядали про наш адпачынак Палангу 25, зараз покажу. Сонейка закрыли облоги уже канчатковые. Так что основный сансет мы застали, а зараз уже все. Видите, як зараз гэта выглядае. А выглядае гэта вось так. Зараз вось на тым месцы мусіць быць. Да. Ну, так там оно, так оно ж блоки для гляду. Не, я гляжу, что там так пишет. Так оно уже ніжэй гэтых вот. Просто зараз посередине полосы. А, посередине. Да, ну, глядим. Балтика вельмі непрадказальная. Як этот пожилый дядька заокеанный. Так все непредказально, все так кажется, здаецца, уже будет солнце. Сегодня вот было как будто блакитное небо уже над нами, уже все, зараз будем загорать, ловить. А оно з'явилося на 3-4 хвилины и зноў закрутило, так все закрыло. Хотя мы это не могли прадбачыць. Ну а зараз вось уже, кажется, у выглядванні хмар, что обклали обшар, каб не зведаць ад сонца пакут. А вось гэта такое, да, это уже дождик. Скажи, папа, с Клайпеды, вот там вот обшар обкладены, да, явно дождливый. Вось. І сёння, дарэчы, апошні такі цёплы вечар, адпаведна прагнозу, с 15 на 16, ночью под утро показан дождь. И завтра мы будем съезжать уже по прохладе, прохолоде. Максимум поветра днем будет 19, показан дождик.
і увечері буде 13 градусів, завтра у Паланзі, а сьогодні 24 написано увечері. Ой, не 24, или 24, я щось... 42. Не, ну 42 это слишком, а вот 41 нормально. Ну, ось люди сходять. Сябры, пока мы тут... Гитлер капут. Пока мы все тут оприходовали, Трамп капут. набежала вот эта вот штучка, хмарка. Ой, такая пригожая. И какие-то капельки пошли. Ну, мы тут... В этот момент, как солнце. А мы быстренько так все. Олег, глядите, что отбывается. Ай, какая пригожусь, глядите. За гэтых хмар сонейка, что обклали обшар, так. Сонейка зараз выходит, кап... Повитаться, повитаться, да, и это сансет. Специально для Сегодня солнце было вельми капризное. для Олега и Марьяны. По заказу на их опошний вечер. Глядите, какой сансет. Каждый Олега и Марьяна из Беларуси. З Білорусі, з Менську. І он же з Вільнюс так само. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вон там люди так само сидять, назирають. Глядите. Навіть з дітьми не бояться ж этих дождів всяких. Тут гуляють, увесь час ідуть уздовж моря. Навіть он і в воду ще, дитинок, бігає. Бачите? Може себе побачить яни. Здиму їх криху. Подольше. Може гэты себе побачить. О, глядите, как... як пригожа. Что это? Что это мое? Салфетка? Сурветка ветром. Давай сурветочку. Нельзя мусорить. Ельга. Сміття прибираем за собой. Ой, что, там молодь пошла. Бачите, наблизила их. Бредут. Вот, глядите, кто к нам прибег. Глядите. Да, с собаками нельзя. И главное, побочь садятся. Не, ну это нормально. Просто вообще побочь. А собака бегала в воду. Глядите. Так, мы потом доложим городскому самоуправлению Паланги. Бобик, нельзя порушать. Юре, нельзя. А тетки слева сидят. Ну, авось оно еще вышло, папа. Так. Глядите. Ай, как покуле там сдымала. Это солнечный диск. Над Балтийским морем. Какая красотень. Пригожусть. Ось вам прибойчик. А у прибойчике так само отражается сонейка. И такое выражение, что у моря есть течение сегодня. Скажи, как бы слева направо. Як у ракен Нярис. Скажи, папа. В хвалі ще йдуть от зліва направо. Как бы з Клайпеди. Гэта ветер дуе оттуль тому, что хвали оттуль, а не наоборот.
так ці не? А вось і мальчик. А был ли мальчик? А был ли хлопчик? Это хлопчик там бегает? Видите, как пригоже отрымовывается. Ай, какая красотень! Она прямо укладывается в эту солнечную эту дорожку. Я вам такі цудовні кадри показую. До речі, ми забыли сказати, що сьогодні, п'ятниця? Сьогодні у Литві виходний день. Нагадай, коли ласка, який там свято? Успение Богородицы. Не, ну как-то еще имеет литовское название, такую назву. Что-то такое. Ну, короче, какое-то религиозное Успение Богородицы. Ой, ну для меня что Успение, что Богородица, я так, вось, вельми смутно. Але, а чему у них это что? Официально выходные, что ли? Нифига себе. Ну, вось, и главное, это пятница, так? Таким чином, атрымоўваецца ў Літве, называются так званые доўгія выходные. 3 дні. Пятница, суббота и неделя. И было так и написано, что практично усе рвануть у Палангу. И мы, скажи, папа, что мы зауважили? Павялічылася колькасць людзей літаральна ўжо нават з учорашняга вечару. Тому что яны уже пачалі, некоторые уже взяли к пятнице еще четверг какой-нибудь отгул. Ой, сели на машине, и машин колькость повеличилась, правда, на дорогах. И в автобусах яны. Вот учора, глядите мои попередние частки, мы на пирсе сустрели пожилую такую сталую пару, Гражину и ейнага спутника. Яны з какого-то городка, да? Ось. Яны літаральна сказали, приехали на 1 день на автобусе. З раніцы где-то приехали, сели, и увечері мусили уже з'ехать. Но это пенсионеры, это так. А ось іншие кажуть, мы на автобусе, нам вельми гэта зручно. Потому что коли на машинах, ну с детьми они на машинах, конечно, потому что 1-2 дзіця, до речі, шмат с грудными детками, с грудничками, с колясками, вы там есть колясками? Ось уже все зашли с колясками. Ну столько шмат, по 2-3 детей, ну в основном 1-2. И яны просто семьями сели, приехали. І гэта адчуваецца адразу. Будуць праводзіць у Паланзе. Паланга, паглядзі, якой соненькая. Скажи, пожалуйста, ось ці шмат курортаў у літоўцаў у Літве, а? Фактично Паланга Вось. Ну еще есть Трускинка, так само курорт. Ну не на море. Там не, на море. Ну, не да, море, да. Там, конечно, санатории, лечебные, там все. А вот, пожалуй, Паланга – это адзіны курорт у Литве. И в Клайпеде там не вельми так уже это популярно. Там есть море, але там не так. Еще Курская это дуга или как ее там? Коса. Курская коса. Ну там ось і море не вельми доброе по якости. И тому Паланга это просто клондайк тут вот для литовцев с пункту гледжання курорта. И вельми популярно, они так користаються, мы паўсюль чуем литовскую мову. Я уже казала и минулые годы. Паўсюль литовцы. Российскую не чуем, украинскую не чуем. А сегодня мы сустрели белорусок 3. И, до речі, мы их не сустрели, а яны познали Олега. Мы перешли на пляже с одного места на іншее, и только прилегли. А яны там лежали, ну, мы не, лежали себе, лежали, они потом встали, пронулись и идут мимо. И одна из них каже: пробачьте, коли ласка, вы
Раптовно не Олег Груздилович. Раптовно он каже, так, я Олег Груздилович. І оказалося, що ось дві такі жінки, одна з дочкою молоденькой, а у другой так само дочка 13-годовая, але яна засталася, что, Сонейка? А, целуется? А хлопчик бегає. А мы их застукали. Мы их застукали. Ну где ж наш Сансет? Они не вписываются в Сансет. Ось. И и мы с ними так добро поразмовляли, поговорили. Но она с Польши, с Варшавы. Там одна женщина. Женщина с дочкой. Дочка з Вільнюса, а это так само з Польщі, да? Ні. Мама. Мама з дочкою з Вільні. І мама так само з Вільнюса? Ну добре. Так. Ось. Ну і ми, звісно, криху обміркували ситуацію. Так що ми і на білоруській мові так було приємно побачити, почути, порозмовляти з суайчинниками. Так само з політичних причин є. Так, звісно. Ну, а ми тим часом, дорогі сябри, Зараз як эта кучка. да, там, як звичайно, на самім далягляді йде уже така димка, как бы облаки. И Сонейка подарила нам себя такого кругленького, целенького. Тим часом ми бачимо, що у нас тут ідуть, заходять люди, а ось реверисти з'їжджають. Это те, которые целовались? И с детенком? А детенок где? Глядите, как по песку з роварами. Ось вони на самім Сансеті дочекалися, да? Поцілувалися. І що? А тим часом все. А ні, ось. Нам треба ще... А ми поцілуємося коли? О! Ми так само почмокалися. І я ще поспіли. Ну, опошній штришок. Итак, у нас опошня кропка над «и» опошня. Итак, 15 жнивня 25 года, 15.08.2025, сиходить на нет. Максима еще з'явится, когда пройдет эту полосу темную. Там, да. Еще з'явится солнце. Да, там есть еще просветники. Ось воно вже почало з'являтися. Да. Да, еще можно целоваться. Чули? Ой, подожди, я згубила. А ось воно. А? Ой, ну как вы видите, вот ветер дует, да, ветер з моря дує. Димує, але, видите, він димує не з моря якраз. З моря коли... Не, ну злева он как бы злева. А ось ти не перший, коли ми, от он димує ровненько з моря, вот прям перпендикулярно. І він був більш холодний, я тоді замерзла навіть. Навіть руки були холодні. Так это полдневый ветер. Ага. Да, точно, так докладно повинно. Ось, глядите, Сонейка, я ще нас криху балує. Тут ще люди заходять. Не, ну еще будет. Это только нижний край. Такі ніжні? Да. Ну, ось так. 9. А, да, кольки годин? 8. 21:08, да? Но только и тут можно назирать каля мора.
Больше нигде не можно зазирать. Да, да. Не, ну я маю на увазі, что у городе такой вот не застанете. Здесь только уже самый далягляд. Нам, да, там как будет сансет, вот мы же наглядаем, сколько разов уже коля Белого мосту, да, мы там, а оно заходит же за домы, там за мосты, это же еще не далягляд, это же не сапраўдный. Мы если ходим, у нас уже темно, уже кажется, а там верхушки этих будинков, вежил, да, яны ще сонейка, у сонейки. Это же не истинный закат, когда ты назираешь там. А вот тут уже мы назирать можно только сидячи каля мора. Ну, тут недавно яшчэ на меня как-то дождю, как-то шмякнулась я. И снова тишиня. Ось так тут, это Балтика, детка. Тут все ось так. І що ще можна сказати про ураження? Что... А вот что тычется развлечений вот всяких, что полепшилось? Да, 15.08. Ну, мне сподобалось тот дом отдыха, где мы, отпочинку. Там так само кое-что есть поляпшение, какой-то такой ремонтик. Вось, пофарбовано. Потом вось эти ходники. Мне сподобалося, где плитки зроблены. Ось приємно ходить. І тим часом у Паланзі так само будуються яшчэ розныя эти апартаменты. Бачно, что это такие вот будинки, які будуть ну, не готелями, а апартаментами. І паўсюль живуть люди. Столькі так популярно. Шмат кафешек, конечно. Ну, у нас уже есть такие больше-меньше любимые. Там на береге Гавана Клаб. А вот еще люди. Вот сострыкаются. Одни тут... О, гляньте, с 2 собаками. Папа, я их застукала. Гляньте. Тут же знаки висят. Нельга с собаками. Так они у вечера. А я компроматик. А мы тут уходим, дети... А я компроматик. Все, компроматик. Ой, роверист едет, гляньте. Вот, роверист вот так, так, ножками крутим. Вот так. Ой, ну а тим часом Соненька, глянь. Папка, тут уже справді все. Ось це вже все. Сябри. Справді все. Ой, ну какой приемный ветер. И такое поветрие. Пахнет морем. Ой, да. И такой... Ой, я не знаю, не могу надышаться. И мне так шкода, что это опушний вечер. Завтра, может, только там с дюны зазерну, попрощаюсь. Я сегодня уже, коли мы сходили с пляжу, я уже не плавать, не так было уже прохолодно. Я обмывалась, просто ходила ногами и обмывалась я руки, ноги, шею, твар. Ой, еще. Роверисти по мору навіть. Думаєш, що не по мору є? Так виглядає, як по мору. Ага. Ось, гляньте. Да они святые, они по мору на роверах. Все, Сонейка сникла. Пока ты меня на роверах, это самое... Все. Все, товарищи, все. Бай-бай. Сонейка и день 15 жнивня. Что ты там принесешь нам? Вот, там самолетик.
калі выйдзе гэта відэа, мы уже будем еще ведаць. Бедный А Зеленский. это Трамп лежит в это самое. Да Путин долетает уже до Аляски. А Путин, слышь, это самое, я решил зазирнуть у Магадан. Так может там бы и застался? Может у Магадане его место там, а? Какую-то фабрику. А, по производству это рыбьего жира. Типа, у нас такая протягивается промысловость. Заодно решил, знаешь, как командировку отзначить, чтобы где-то побывал. Да, уже там проверил, там уже навел шмон, отчуваю там, что рыбий жир производится у нас, у России. Мы вам не хухры-мухры. В общем, вот такая фигня. Вот такие справы. Это мы там... Да как мы там на Сан-Сити, как мы на Сан-Сити целовались, а? Как мы на Сан-Сити. Ну вот, великий дякую, что побыли с нами тут сегодня, 15 жнивня на нашем пикничку, поназирали заход сонейка и разные прихожие облоги, которые с этими собаками. Може і сей побачить. Да. Ось, великий дякую вам. І завтра ми ще, конечно, щось здійснимо. І опошнє розвітаємося вже з автобуса, так? А? Уже ми сядемо в автобус і там з вами розвітаємося. Так що великий дякую, что глядите мои видео. Дякую, что не ставите лайки, не подписываетесь и не дай же Бог же напишите комментарий. Ось, так что я не покутаю от гэтага. Мне хапае нават одного глядача вось гэтага. Нават калі адзін Алешка паглядзіць, мне будзе вельмі прыемна, і лайкнет, і паглядзіць. А яшчэ калі сыны, а яшчэ калі, можа, і внукі, і некаторыя сяброўкі, калегі былыя, суседзі, і усе сваякі, і ўсе тыя, хто нас ведае. Я вельмі вам удзячная, великий дякую, мы уже ведаем ваш трюк. Тады у меня корона, так я королева, что ли? Так? Или козочка? Так. Или козочка? Я королева. Я ничего не бачу, я слепую здымаю. Великий дякую и покуль. До новых встреч.